Еще в январе 2020-го эта современная яркая аудитория Абхазского многоотраслевого колледжа выглядела совсем иначе. Изношенный пол, старые столы и стулья, не было и технического оснащения. По словам директора учебного учреждения Джумбира Мушба, Абхазский многоотраслевой колледж был основан в 1959 году. Тогда он носил название Сухумское торгово-кулинарное училище. Учебным аудиториям давно необходим был капитальный ремонт, который не проводился более 25 лет, отметил директор. Ну, аудитория, конечно, здесь без ремонта была, и вы видите, здесь все сделано на 100%, начиная от потолка, пол, стены, все полностью. Ремонт сделали, оборудование новое, все новая аппаратура. Все новое было. Этот класс мы планируем для поваров-кондитеров, потому что такое оборудование мы всегда мечтали, чтобы иметь такое. Дети могут уже прямо с интернета смотреть, что им нужно, там, какие блюда, как готовить, как нарезки делать. Все как вот в других странах, как она и делается, и у нас она появилась сейчас благодаря этой организации. За капитальный ремонт и техническое оснащение аудитории взялась совместная программа ЕС ООН по улучшению среднепрофессионального образования в Абхазии. За 3 месяца полностью заменили электропроводку, установили кондиционер, постелили новый пол, закупили новые столы и стулья, компьютер, принтер и мультимедийный проектор. Дело в том, что в свое время Стив Джобс, основатель компании Apple, он говорил о том, что для того, чтобы быть успешным в современном 21 веке, в современном мире, необходимо хорошее образование, талант и удача. И в этом отношении, с нашей точки зрения, профтехобразование может иметь ключевое значение в развитии экономики любой страны. И здесь необходимо помнить, что в последние 20 лет прошла радикальная перестройка подхода к образованию. Во-первых, если раньше в 20 веке профтехобразование обслуживало экономику, то сейчас она становится частью экономики. Во-вторых, если раньше студенты просто изучали теорию и, скажем так, шли потом на производство, то на сегодняшний день через производственную практику, через стажировку, через менторство студенты являются уже интегрированной частью учебного процесса производственного процесса. Вот это можно увидеть на примере этого колледжа, когда студенты ходят на стажировку, и уже будучи студентами, они придумывают свои рецепты, придумывают, как сохранить, например, блюда абхазской кухни. Сегодня в Абхазском многоотраслевом колледже обучаются более 150 студентов. Это будущие повара, кондитеры, официанты, бухгалтеры, специалисты банковского дела и технологи. Как отметил Джумбир Мушба, у выпускников колледжа нет проблем с трудоустройством. Они востребованы. Особенно это касается поваров и кондитеров. Наши студенты всегда имели спрос летом. Летний период они работают в Гаграх, в Пицундах, в Сухуми, в Афоне. Везде вот уже заявок очень много у нас поступает желающих брать студентов на работу. И вот ждем, как скажет наше руководство, и будем дальше работать. Но на ремонте и оснащении аудитории совместная программа ЕС ООН не остановилась. В скором времени, как отметил представитель Рафис Абазов, начнется капитальный ремонт лаборатории, которая крайне необходима Абхазскому многоотраслевому колледжу. Новая современная лаборатория позволит эффективнее осуществлять образовательный процесс, выполнять лабораторные работы и практикумы по специальным дисциплинам и проводить учебную практику. Мы хотим, чтобы студенты могли научиться работать на новом хорошем оборудовании. И для этого, как следующий шаг, мы хотим провести работу по ремонту. Тут была небольшая кухня, где студенты практиковались. Мы хотим уже ее расширить в 2 раза, поставить современное оборудование, сделать современный ремонт, вот примерно такого же характера, как и здесь, чтобы в следующем учебном году молодежь пришла в обновленный колледж, получила доступ к обновленному оборудованию и к профессиональному оборудованию. То, что мы увидим, надеюсь, через несколько месяцев в кулинарной лаборатории, и к оборудованию, которое здесь есть для нормального обучения. То есть это принтера, компьютеры, экраны, проекторы, которые позволяют обновить и значительно улучшить качество учебного процесса. Как отметил представитель ООН, тендер на выполнение капитального ремонта и оснащения лаборатории будет объявлен, как только будет улажен ряд формальных вопросов. Анастасия Никонова, Рамо Камке, Абаза ТВ.